Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие друзья. Для меня большая честь быть здесь с вами, в городе Перми, и выступать на вторых международных общественно-политических слушаниях. Дорогие друзья, я пришел не с тяжелыми геополитическими формулировками, а за честным и уважительным разговором о будущем, которое мы все хотим построить вместе. И здесь я хочу сказать прямо. Строить большую Евразию, закрывая глаза на реальность, невозможно. А реальность такова. 30 лет Республика Абхазия живет в режиме правовой неопределенности. Но мы не стоим на месте. Мы построили государство, правовую систему, вы вырастили новое поколение. И главное, наш народ сделал свой выбор. Он не требует особого отношения. Он просит одного – справедливости. У нас есть живой пример того, как должны строиться отношения на нашем континенте. Это наш опыт с Российской Федерацией. Договор о союзничестве, общая безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Мы не изобретали велосипед. Мы просто научились уважать друг друга и слышать друг друга. И этот опыт, я убежден, что может стать образцом для всей евразийской архитектуры. Что я предлагаю, чтобы двигаться дальше дружелюбно, но предметно? Первое. Создать правовые инструменты для ассоциированного участия таких стран, как Республика Абхазия, в евразийских процессах. Второе. Давайте вместе создавать прецедентное евразийское право. Для этого нужны совместные комиссии, где будут слышать друг друга. Третье. Договориться раз и навсегда. Безопасность евразийского пространства неделима. Если нестабильно на окраинах, нестабильно везде. Уважаемые коллеги, мы не хотим быть проблемой, которую надо решить. Мы хотим быть партнерами, с которыми интересно работать. Мы предлагаем опыт, волю и готовность строить общее будущее. Справедливая Евразия – это не утопия, это политическая воля и уважение к каждому народу. Республика Абхазия готова быть частью этого строительства. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Я рад быть с вами здесь, в городе Пермь. Спасибо. Большое спасибо, господин